Друзья, всем привет, это Татары Today. Если вы хотите знать, что думает президент Татарстана по поводу того, что Казань не попала на новую банкноту, кто и зачем перевел Гарри Поттера на татарский язык, а также почему критикуют ТНВ и татарскую эстраду, смотрите это видео. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующую программу. Новость первая. Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей украсят виды Севастополя и Дальнего Востока. Казань не попала на новую банкноту. 7 октября завершилось онлайн-голосование, и по ее итогам Казань стала второй. Однако вечером, во время прямого эфира, когда проводилось СМС-голосование, Казань заняла лишь 3-е место. И вот что по этому поводу говорит Рустам Минниханов. Это событие объединило нас. Ни в коей мере мы нигде, ни на миллиметр не проиграли. Если бы это нужно было так сделать, можно было сказать, мы бы все и так поддержали. Но так как борьба должна быть справедливая. Многие из тех, кто голосовал за Казань, усомнились в честности голосования. Люди получали уведомление о том, что их голос принят, уже после окончания голосования, а те, кто звонил, элементарно не могли дозвониться, и это массовые случаи. Также интернет-комментаторы приводят в довод то, что во время голосования на Дальнем Востоке это была ночь. А с другой стороны, то, что на новых банкнотах оказались Дальний Восток и Севастополь, это очень логично. Ну, посудите сами. Севастополь – это Крым, ну, тут все понятно. А Владивосток 2000 – это уже такой вот хороший, устоявшийся бренд. Тем более на банкноте с Дальним Востоком будут изображены мост на остров Русский и космодром Восточный, куда ушли огромные деньги. И эти строения, конечно, должны стать новыми символами России. Но тогда вопрос, зачем вообще был нужен этот конкурс? И как сказал Рустам Нургалиевич, мы бы и так все поддержали Дальний Восток и Севастополь. Мы все любим и Крым, и Владивосток, и никто не был бы против. А что думаете вы по этому поводу, пишите в комментариях. Уходим, наступят времена почище. Новость вторая. Гарри Поттера перевели на татарский язык, и это безумно радостная новость. Мы вообще за то, чтобы все известные произведения были переведены на татарский язык. Начиная от «Властелина колец», заканчивая «Песнью льда и пламени». И это привлекло бы внимание к чтению на татарском языке. И вызвало бы новую волну интереса к татароязычным изданиям и литературе. Кыш озакламый дуслар. Книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя» перевел студент КФУ Айдар Шахин. На татарском название звучит как «Харри Поттер хан лягнетле бола». На данный момент татарское книжное издательство ведет переговоры с агентством Джоан Роллинг об издании книги. Если переговоры пройдут успешно, мы увидим книгу, а если нет, то Айдар обещал выложить книгу в сеть. Книга на русском языке выйдет в ноябре. Ну а шансов то, что книга на татарском выйдет раньше, как говорит сам Айдар, их нет. Это уже связано с издательством. За новостями о татарском Гарри Поттере можно следить на сайте potter.tatar. А мы желаем Айдару удачи и выражаем огромную благодарность. За такими людьми, которые эксплуатируют современные тренды и тенденции для популяризации татарского языка, истории и культуры, стоит будущее. Будущее шляпя сойламине, Гриффиндорга. А вы бы купили такую татарскую книгу? Пишите в комментариях. Новость третья. На телеканал ТНВ и татарскую эстраду обрушился шквал критики. На портале change.org появилось обращение к президенту Татарстана от продюсера Рушана Тимирбаева, где он жалуется на низкий контент телеканала и просит его реорганизацию. Вообще, региональное телевидение – это постоянный источник шуток и насмешек со стороны профессионалов. Но Рушан прав, ТНВ в первую очередь это татарское телевидение. А чем татары хуже других народов, которые имеют высокобюджетные, отличные, качественные каналы? Но он может быть лучше. Можно улучшать качество съемки, качество звука, строить новые студии, писать хорошие сценарии, создавать новые интересные форматы или использовать уже готовые, как многие и делают. Представьте, татарский телепроект «Голос», шикарная студия, великолепные известные наставники. Это интересно, это накал страстей, новые таланты, новые имена. Почему, чтобы стать звездами в Татарстане, людям приходится ездить на Первый канал, чтобы их заметили в Казани? Мы не можем утверждать. Стали бы Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина, Саида Мухамедзянова известными в Татарстане, если бы не съездили на проект «Голос».
Вот так мы плавно перешли к татарской эстраде. Ее подверг критике Рустам Минниханов. Хотя кто ее только не подвергал. Цитата. Фонограмма, одеты как-то непонятно, поют не знаю что, двигаются как-то. С этим уровнем согласиться не могу. О да, я понимаю. Раньше я даже задавался вопросом, почему все татарские клипы снимают либо на природе, либо на дискотеке. Но, как говорил Стюарт Литтл, в каждой туче есть просвет. И это правда. Например, есть татарская альтернатива, в частности лейбл Yummy Music. Есть интересные направления, которые создают дуэт «Шикарные». Юмористические видео с качественной картинкой. В ноябре пройдет фестиваль «Ветер перемен» с новыми татароязычными молодыми певцами. В общем, движение есть, и наша мечта заключается в том, чтобы однажды татарская песня прозвучала со сцены Грэмми. И я думаю, мы придем к этому. Пишите в комментариях, стоит ли реорганизовать ТНВ. А что делать с татарской эстрадой? Пишите об этом в комментариях. Рубрика «Быстрые новости». До конца 2016 года должны выйти известные фильмы с татарской озвучкой от студии «Безнең Тәҗрибә» и организации «Ихтыяр». В Петербурге, в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов лицо башкира поменяли на лицо славянина на одном из стендов. Певица Резеда Ганиуллина сняла клип на фоне Болгорской мечети с восточным танцем и получила тонны хейта в ответ с подачи одного из казанских имамов. Вы знаете, очень много положительных отзывов и минимум негатива. В основном негативные реакции это у наших религиозных людей. Это муллы, имамы, хазраты. Артисты театра Камал устроили флешмоб в казанском метро. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, дайте нам понять, что вам это интересно. И мы будем делать еще больше классного видео для вас. Чтобы подписаться на наш канал, нужно просто нажать на кнопочку внизу. А если вы смотрите видео в социальных сетях, то перейдите на YouTube и подпишитесь там. Это были Татары Today. Меня зовут Айнур Ахметов. До скорых встреч. Пока!